Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Лина Насырова. И вначале коротко о ключевых событиях. Один из самых спортивных регионов. Очень важно, чтобы все-таки был и бесплатный спорт. Это вот самая одна из больших, чтобы дети могли заниматься бесплатно, как мы в свое время занимались. Башкортостан активно делится опытом с федеральным центром и другими субъектами страны по развитию физической культуры. Республике действительно есть чем похвастаться. Республика демонстрирует хорошие результаты по увеличению населения и по уровню удовлетворенности. Бизнес на отдыхе. Можно получить субсидию на создание средств размещения, можно получить субсидию на приобретение туристического оборудования. Башкортостан стал победителем конкурсного отбора на предоставление единой субсидии в сфере туризма. Как власти и предприниматели помогают открывать республику заново. В качестве поддержки мы получили еще земли, скажем так, для освоения. И в ближайшее время мы будем реализовывать проекты уже на новой территории. Как-то понятно без слов. Чтобы дети слабослышащие чувствовали, что находятся в кругу своих, и они ничем не отличаются. Последнюю семидневку сентября в Башкортостане традиционно отметили Международную неделю глухих. Расскажем о мероприятиях и ключевых договоренностях. Базовые жесты «Здравствуйте» и «Спасибо» было бы хорошо знать всем. Ситуации бывают разные. Неоспоримая победа. Пропускал, конечно, перед немного, это знаю, но в целом считаю, что бой выиграл бесспорно. Башкирские боксеры в очередной раз доказали свое преимущество на международном турнире по боксу. Впервые он прошел на площадке Дворца борьбы. Помогло и в то же время моментами останавливало, знаете. Эти чувства непередаваемые, я не могу так сказать. Уже вторую неделю подряд деловая повестка начинается с визита главы региона в Москву. Обсуждали реализацию программы развития физической культуры и спорта. И Башкортостан в этом деле в числе передовых регионов, о чем было озвучено на заседании правительственной комиссии. Так или иначе, спортом в регионе занимается каждый второй житель. Ради Хабиров поделился опытом республики и в части создания инфраструктуры. Появляются фоки, бассейны. Большую помощь власти оказывают тренерам. Даниил Байков продолжит тему. Почти 1500 спортивных объектов в Башкортостане за последние 6 лет распахнули свои двери перед будущими чемпионами. Один из них появился и в Кумертау. В Ледовом дворце Сапсан-Арена обучают юных хоккеистов и фигуристов. Стой. Переводи. Перед выходом на лед Ирина Усманова усердно готовит детей в спортивном зале. Тренировки помогают преодолевать трудности, уверена педагог. К слову, женщина получила грант по программе «Сельский тренер». Это определенный стимул, который помогает в работе, в жизни. То есть на эту компенсацию можно приобрести что-то. В данном случае я приобрела автомобиль. Стала более мобильнее. Наши воспитанники занимают призовые места на соревнованиях, вошли в сборную республики. По 1 000 000 рублей получили 2 педагога школы «Чемпионов» в Белебеевском районе. Воспитанники Нины Федоровой становятся призерами соревнований по художественной гимнастике. Не отстают и подопечные Венера Абзалова по масс-рестлингу и гиревому спорту. Нравится гиря из-за их красоты, потому что, чтобы заниматься гирями, достаточно только иметь гири и все. Желание. Дам временное пособие, очень хорошее подспорье, помощь начинающим тренерам. Поэтому большое спасибо, что такой проект существует. Всего же обладателями денежных сертификатов стали свыше 200 человек. С прошлого года в регионе реализуют программу «Городской тренер». Подобные проекты в Башкортостане внедрили первыми в стране. Опыт взяли на вооружение и федеральные власти при создании земского тренера. Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко отметил, благодаря усилиям Радия Хабирова в Башкортостане люди активнее стали вести здоровый образ жизни. Радий Фаридович не только сам спортсмен, но еще и
республика демонстрирует хорошие результаты по увеличению населения и по уровню удовлетворенности. Спортом в Башкортостане занимаются 2 миллиона 300 тысяч жителей. Если 6 лет назад доля тех, кто систематически тренируется, составляла 45%, то сейчас 62%. Финансирование сферы увеличилось в 2 раза и достигло почти 10 миллиардов рублей. То, что мы строим объекты, значит, воркауты, какие-то фоки и так далее. Строим-то строим, важно, чтобы и удобное расписание было, чтобы и тренеры были. Очень важно, чтобы все-таки был и бесплатный спорт. Это вот самая одна из больших, чтобы дети могли заниматься бесплатно, как мы в свое время занимались. Немало объектов появилось у Уфе. В рамках форума «Россия. Спортивная держава» распахнули двери дворец борьбы, комплекс гребного слалома и центр фехтования. Последний, к слову, почти год назад открыл лично глава государства. Там провели уже немало всероссийских и региональных турниров. Любителей сразиться на шпагах растет с каждым днем. Наш вид спорта фехтования стал достаточно популярным. Достаточное количество детей мы уже приняли в эти стены. Таких условий для детей не было никогда. Поэтому детишки, которые сюда в первый раз приходят, они с большой радостью видят эти огромные помещения, яркие, красивые, раздевальные комнаты, в которых есть шкафы, есть душевые, туалетные комнаты. То есть все условия для детей. Для среднего звена и тренажерный зал есть. Известные олимпийские чемпионы подчеркивают, в Башкортостане с каждым годом появляются больше возможностей для занятий спортом, как на любительском, так и на профессиональном уровне. В Уфе по улице Александра Невского, 15, находится замечательный ледовый стадион, который называется Центр шорт-трека, в котором спортом, как на любительском уровне, так и на профессиональном, занимаются сотни детишек разного возраста, разного уровня. По инициативе Радия Хабирова в республике активно поддерживают и настольный теннис. Охват почти 25 тысяч жителей республики. Глава Башкортостана поручил создать лучшие условия для спортсменов в этой дисциплине. За последние 35 лет подготовлено 11 мастеров спорта России, более 400 кандидатов в мастера спорта, более 12 тысяч спортсменов массовых разрядов. Поэтому решение главы Республики Башкортостан о строительстве центра настольного тенниса позволит сделать большой шаг вперед в развитии нашего любимого вида спорта. По темпам строительства спортивных объектов и по их количеству Башкортостан в лидерах по стране, в том числе и благодаря государственно-частному партнерству. По программе «Я выбираю спорт» при поддержке бизнеса в регионе возводят 6 комплексов почти на 4 миллиарда рублей. Главная задача – это сделать все, чтобы занятия физкультурой были намного доступнее для всех категорий граждан. Даниил Байков, итоги недели. Главным культурным событием стал 35-й Аксаковский праздник. Яркое событие не только для региона, но и страны. Он собрал много именитых гостей, в том числе и из других государств. Основными точками проведения праздника стали Уфа и Белебей, а также Уфимский и Кармаскалинский районы. Сюжет Динары Таймасхановой. Мы рады видеть вас на благодатной Белебейской земле на 35-м международном Аксаковском празднике. Одно из важных мест для семьи Аксаковых – село Надеждино в Белебеевском районе. Сейчас это культурный центр с музеем, храмом и домом ремесленников. Место притяжения туристов пронизано духом известной фамилии. Храм Дмитрия Солунского был возведен мужем двоюродной бабушки Сергея Аксакова, Михаилом Кураедовым, в 1799 году. Впоследствии он был практически разрушен, и его вовсе хотели снести. И он мне говорит, что у нас мужчины не жили. А он долгожитель. Да, говорит, я вот думаю, Аллах мне засчитал, что я не взорвал русскую церковь. Да. Угу. Вот что было. При храме в этом году открыта воскресная школа. Преподаем Ветхий Завет, Новый Завет, духовное слово. Также с детьми мы занимаемся кулинарией на кухне. У нас прекрасная кухня. Учим их готовить. Еще одно уникальное место центра – дом-музей семьи Аксаковых. Он состоит из 4 экспозиционных залов, каждый из которых хранит историю определенного периода. Во время гражданской войны в доме произошел пожар. От имения остался лишь фундамент. Действующий музей возрожденный. Печка, столовые приборы, журнальный столик. В этом зале музея воспроизведен интерьер губернского дома второй половины XIX века. А документы, представленные здесь, связаны с деятельностью сына Сергея Тимофеевича Аксакова Григория, который в середине 60-х годов был губернатором Уфимской губернии.
Аксаковский праздник – это событие международного масштаба, а имя писателя и его потомков известно за пределами страны. И не только с культурной точки зрения. Иван Сергеевич Аксаков выступал в поддержку освобождения Болгарии от турецкого ига. И считаю, что это очень важный праздник для всей Башкирии и для всей России. Несмотря из какого государства, несмотря из всех обстоятельств, но я очень рад, что я присутствую на этой земле, в которой нас встречают прекрасно. Первый раз в вашей республике прекрасная земля, замечательная и природа, и люди. И я очень счастлив, что, к сожалению, на Балканах нет такого понимания между национальностями. И это тоже говорит, что Россия государство, которое имеет миссию, что она не пробивает народы, но она просвещает народы. Культурный калейдоскоп народов Башкортостана заиграл красками национальных костюмов, блюд и фольклорных номеров. На территории усадьбы семьи Аксаковых есть аллея почетных гостей. Там появилось еще одно дерево, которое посадил глава республики. С большим удовольствием здесь побыли. И район такой многонациональный. Здесь и русские, и татары, и башкиры, и чуваши, и марийцы, и мордва. Вот мы видели только подворье, какое показывали. А вообще фестиваль он сохраняет память, творческое наследие нашего выдающегося земляка, писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. У меня мечта сесть за руль с женой и сюда приехать и спокойно побродить. Поэтому всех приглашаю в это очень красивое место. В селе Зубово Уфимского района в царские времена располагалось имение дедушки Сергея Аксакова по материнской линии Николая Зубова. Спустя годы любовь к этому месту писатель выразит в одном из своих произведений, назвав его землей, напоившей маленького больного Сережу целебной силой. Гостья праздника Мария Ганичева. Ее отец, писатель Валерий Ганичев, в конце 90-х стал лауреатом Всероссийской литературной премии имени Сергея Аксакова и очень любил бывать в Башкортостане. Поэт, писатель, кем и был Сергей Тимофеевич и многие в его семье, он всегда мыслит образами, символами. Он дает задачу на века. Вот эту задачу любви к родной природе, к родному краю, к отечеству он дал нам на века. Как же без аленького цветочка воспитанники местной театральной студии поставили спектакль по мотивам одного из самых знаменитых произведений Аксакова. Историю создания знают немногие. В автобиографической книге писатель вспоминал, как ключница Пелагея рассказывала ему сказки. Среди них была и волшебная история про купца, что привез своей дочери необычный цветок. Первый раз проводили мы аксаковские праздники в 1991 году. Это было 200-летие со дня рождения Сергея Тимофеевича. С тех пор разительные перемены. Во-первых, этой школы не было, и дети так не играли никогда. Красиво, ярко, с песнями, плясками и погружением в историю отметили праздник в Кармаскалинском районе. Писатель провел здесь свое детство, о котором писал в своих произведениях. В Уфе открылись экспозиции в честь юбилейного аксаковского праздника. Посетители увидели уникальные работы. На сцене Башоперы прошел концерт, на котором чествовали школьников и студентов, которые выполнили творческие работы о Сергее Аксакове. Классный поэт, который пишет сказки, большое количество которых нравится большинству детей России, в том числе и мне. А финалом праздника можно считать соревнования по рыбалке. Они прошли на набережной. Писатель любил этот вид охоты и даже посвятил ему книгу. Больше 200 лет прошло со дня рождения Сергея Аксакова. Его помнят и чтят память, а произведения продолжают читать, их знают целые поколения. Не только он сам, но и его семья оставила яркий след в культурной, исторической и политической странице страны. Динара Таймасханова, Зарина Абзалилова. Итоги недели. Аксаковский праздник уже стал своеобразным брендом региона, одним из элементов событийного туризма. А эта сфера в регионе активно развивается. В Башкортостане продолжается прием заявок по предоставлению грантов на развитие туристской инфраструктуры. В общей сложности будет выделено почти 232 миллиона рублей. Появляются новые локации для отдыха и развлечений. Кроме того, республика стала победителем конкурсного отбора на предоставление единой федеральной субсидии в сфере туризма на ближайшие 2 года. Об этом стало известно накануне в Международный день туриста. Тему продолжит Руслан Батыргареев.
Это, конечно, не Красное море, но по прозрачности ничем ему не уступает. Все же нырнуть в эту воду осмелится не каждый. Температура даже летом не превышает 5 градусов. Голубое озеро в Кармаскалинском районе – гидрологический памятник природы. В некоторые летние месяцы количество посетителей Голубого озера достигает 10 тысяч. С развитием инфраструктуры туристическая привлекательность этой местности выросла, по крайней мере. Теперь здесь многолюдно и в зимнее время. В январе 2023 года у Голубого озера открыли новую туристическую локацию – место силы. Миссия предпринимателей, как они сами говорят, продвигать банную культуру. При этом позиционируется здоровый образ жизни. Алкоголь на территории категорически запрещен. Как оказалось, это не отпугнуло, а наоборот привлекло большое количество туристов. Мы часто сюда приезжаем, круглый год, в принципе, ездим и зимой, и летом. Место нравится за вообще вот эту всю атмосферу, за то, что здесь... Знаете, короче, все прям про баню. Правильная баня, здесь нет алкоголя, нет каких-то там пьяных участников дебоширов. Благодаря уникальной природе и культурному наследию туризм в Башкортостане имеет высокий потенциал для роста. Развитие инфраструктуры позволяет повышать турпоток в регион ежегодно на 20-25%. Власти со своей стороны разрабатывают и внедряют инструменты поддержки инвестиционных инициатив в сфере туризма. Можно получить субсидию на создание средств размещения, можно получить субсидию на приобретение туристического оборудования, на создание пляжей, бассейнов. Но кроме того, все меры поддержки, которые министерством реализуются в рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, они также распространяются на сферу туризма. Один из ярких примеров эффективного использования господдержки – база отдыха «Благоленд». Глэмпинг в Благовещенском районе создали в 2023 году. На строительство новых домов предприниматели в рамках национального проекта «Индустрия туризма и гостеприимства» получил более 40 миллионов рублей. А в прошлом году учредитель глэмпинга принял участие в инвест-часе с Радием Хабировым и защитил проект по расширению базы отдыха. В качестве поддержки мы получили еще земли, скажем так, для освоения. И в ближайшее время мы будем реализовывать проекты уже на новой территории. Работа ведется постоянно с администрацией города Благовещенска и с руководством Республики Башкортостан. На развитие отрасли республика активно привлекает не только собственные средства. В День международного туризма стало известно, что Башкортостан в ближайшие 2 года получит 735 миллионов рублей федеральных средств. Значительная часть этих денег будет направлена на развитие инфраструктуры в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Общая сумма господдержки на развитие туризма в этом году существенная – 404 миллиона рублей. Более половины средств размещения включены в единый реестр объектов классификации в сфере индустрии. Мы завершаем работу по формированию списка официальных туристических маршрутов, такие как историко-музейный комплекс «Шульганташ», этнокомплекс Ушихана-Таратау, комплекс Салават-Ере на территории геопарка ЮНЕСКО, визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций. Поддержка туризма – это инвестиции в будущее республики и создание рабочих мест сейчас, неоднократно подчеркивал глава Башкортостана. Привлекать же платежеспособных туристов в регион возможно лишь повышая качество туруслуг и развивая инфраструктуру. Уважаемый Ради Фаритович, Иван Николаевич, разрешите остановочный пункт «Розовые скалы» читать открытым? Разрешаем? Разрешаем. На этой неделе произошло еще одно знаковое событие для любителей активного отдыха. Открылась новая железнодорожная станция «Розовые скалы». Раньше туристам приходилось сходить с поезда в селе Осы и идти до достопримечательности 4 километра. Теперь до красивых пейзажей стало ближе. На новой станции будут останавливаться 6 пригородных поездов. Руслан Батыргареев, Аяз Хабибулин и Артур Хуснуддинов. Итоги недели. И в продолжении темы пассажиропоток Уфимского аэропорта намерены увеличить почти в 2 раза к 2030 году. Воздушная гавань сможет принимать ежегодно до 7 миллионов 200 тысяч человек. Все благодаря модернизации, вопросы которой Ради Хабиров обсудил с главой Росавиации Дмитрием Ядровым. На повестке вопросы обновления аэродромной инфраструктуры, расширения маршрутной сети, в том числе за рубеж. Сейчас из Уфы организованы полеты по 29 регулярным направлениям на внутренних авиалиниях и 18 на международных. В 2025 году республика субсидировала рейсы по 7 маршрутам: в Астрахань, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Омск, Тобольск и Горно-Алтайск.
Ради Хабиров подчеркнул, что по итогам 2024 года Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима получил престижную премию «Воздушные ворота России» как лучшая авиагавань с пассажиропотоком от 2 до 6 миллионов человек. У нас действительно хороший аэропорт, на мой взгляд, и более 4 миллионов пассажиров. В принципе, у нас задача была до 5 миллионов довести, да, для этого потенциал есть. За последние буквально вот несколько лет, мне кажется, таких хороших нововведений сделали, вы сегодня посмотрели. Спасибо большое за субсидирование. 7 аэропортов России мы субсидируются, неплохо летают. Вот. Мы, в свою очередь, работаем, чтобы все-таки полная загрузка была. А вообще мы в 29 городов летаем. Это такая большая история. Активно мы занимались и занимаемся, конечно, международными полетами. Здесь, понятно, всем есть объективные, субъективные сложности. Глава Росавиации отметил, в регионе уделяется большое внимание авиационной промышленности, формированию беспилотной авиации. Аэропорт республики стабильно обеспечивает высокий пассажиропоток, демонстрируя положительную динамику в показателях. До 2030 года в планах провести реконструкцию перрона аэродрома, противообледенительной жидкости, стоянки и очистных сооружений. На это из федерального бюджета выделяется 1 миллиард рублей, и в рамках концессионного соглашения с субъектом, с аэропортом, который мы планируем заключить в следующем году, мы эти мероприятия реализуем, которое в первую очередь позволит аэропорту нарастить пассажиропоток к 2030 году, который должен составить 7,2 миллиона пассажиров. Плавное движение рук понять друг друга можно без слов. Ежегодно во второй половине сентября во всем мире проходит Международная неделя глухих. Традиционные мероприятия для людей с нарушением слуха прошли и в столице Башкортостана. Для них подготовили насыщенную 7-дневную программу. Но главное, конечно, это то, что будет сделано для поддержки и социализации лиц с ОВЗ в будущем. Была и деловая программа. Об итоге совещаний и о том, как поддерживают людей с нарушением слуха в республике, расскажет наш корреспондент Алия Альтубаева. Я бы с радостью жила бы в другом месте. И как вы теперь пойдете? Придется обходить. Извините, если что. До свидания. Просмотр фильма для семьи Маматовых со стороны и сам выглядит как кино, только беззвучное. И если нет субтитров, многодетных родителей с нарушением слуха Ильдара и Валентину выручают уже взрослые дети, все слышащие. Полине 12, хоть она и не сурдопереводчик, но на жестовом языке общается свободно. Когда у нас родился первый ребенок, мы переживали, что будут проблемы со слухом, но генетически не передалось. Потихоньку учили простым словам. Показывали и проговаривали, например, «лампочка». Когда мы общались, дочка пыталась повторять, очень быстро воспринимала. Так и научилась. «Идем есть, хочу пить». По себе знаю, что глухим не просто общаться со слышащими. Приходится объясняться при помощи ручки и бумаги. Наша поддержка – это дети. Когда я обучался массажу, так совпало, что сурдопереводчики были заняты, и мне переводила дочка. Будучи малышкой, у нее хорошо получалось. Это мне помогает в общении. Я могу переводить родителям в магазине, например, каким-то там делами помогать им. Но ты, например, в школе можешь научить свою подругу, и она будет тебе подсказывать. Или наоборот. Это будет прикольно. Ты, то есть, общаешься с ней, и никто этого не слышит, кроме вас. 7 дней по всему миру проходила Международная неделя глухих. В уфимских коррекционных школах-интернатах номер 30 и 28 ребятам рассказали больше о жестовом языке. Провели викторины и спортивные игры, приоткрыли завесу развивающей программы «Читаем с грамотейкой», которая стартовала на нашем телеканале в субботу. Так детям прививают любовь к чтению. Русские народные сказки предстали перед маленькими зрителями в новом свете. Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отворитесь. Как живут глухие дети в других странах и сложно ли учить международный жестовый язык? Об этом на мастер-классе для школьников рассказал приглашенный гость, американец Кен Гаулстон. А вот в центре города блогер и телеведущий Руслан Фаршатов провел для ребят иммерсивный концерт и показал, какова музыка на ощупь. Мы совместно с детской школой телевидения делаем эту историю. Почему? Потому что дети на самом деле из телевидения, из медиа, они растворены в пространстве, чтобы дети слабослышащие чувствовали, что находятся в кругу своих
и они ничем не отличаются от остальных. Они делают все то же самое. Взрослых тоже не обделили. Для них организовали просмотр фильма «А зори здесь тихие» с субтитрами, квизы, мастер-классы, дегустации и пешие экскурсии по городу, на которых рассказали о возникновении Уфы. День очень теплый, солнечный, повезло с погодой. Мы с экскурсией дошли до монумента дружбы. Действительно, в Уфе много интересного. Рассказали детально. Я родом отсюда и на протяжении жизни много мест посещал, но пройдясь с гидом, оказалось, что много чего не знал. Рассказали, как зародилась Уфа, как менялись названия улиц, посетили церковь. Знаковая неделя не обошлась и без официальной части. Говорили о повышении престижа профессии сурдопереводчика и нехватке специалистов высокого уровня. Между обществом глухих и Министерством просвещения республики в Международный день жестовых языков было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки детей с ОВЗ. Мы пошли по пути, что наши коррекционные школы не просто обеспечивают присмотр, уход и образование для глухих и слабослышащих детей, но на их базе мы создали ресурсные центры, которые помогают школам, обычным учителям, в классах которых такие слабослышащие дети есть, помогают им правильно давать образование, помогают учителям вообще работать с такими детьми. Завершилась цепочка мероприятий в Уфимском парке Первомайский. Сегодня, в последнее воскресенье сентября, отмечается Международный день глухих. В нашей республике проживают порядка 15 тысяч людей с нарушениями слуха. Из них больше 300 – это дети. Поэтому базовые жесты «здравствуйте» и «спасибо» было бы хорошо знать всем. Ситуации бывают разные. Даже просто проявить уважение к глухим и слабослышащим. Для жителей и гостей организовали творческие зоны и концертную программу. Но главное, конечно, это то, что для инвалидов по слуху событие стало хорошим поводом встретиться со старыми знакомыми и коллегами. Я здесь участвую, танцую вместе с друзьями и как старший брат пришел с младшей сестренкой. Забочусь о ней и люблю. В Башкортостане созданы и развиваются условия для инклюзивного образования и реализации своего потенциала. Так, в Уфимском медколледже действуют отдельные группы, к которым прикреплены сурдопереводчики. Его выпускники работают лабораторными техниками во многих медучреждениях Уфы. А на УМПО трудится более 100 глухих специалистов, организацию труда которых обеспечивают инструкторы-дактилологи. Я сам лично всегда внимательно смотрю, чтобы вот если где-то начинается какое-то преподавание и подготовка специалистов слабослышащих, мы стараемся это сохранить. Мы все искренне считаем, что вы люди с безграничными возможностями здоровья в силу того, что вы сильнее нас, наверное, где-то. Глава региона Радий Хабиров регулярно проводит встречи и мероприятия со слабослышащей и глухой молодежью. Среди значимых событий национальный чемпионат профессионального мастерства Div Skills, летние игры сурдолимпийцев и не только. В целом республика нацелена на проведение культурных и спортивных мероприятий для людей с ОВЗ. И эта работа будет продолжена в дальнейшем. Алия Эльтубаева, Артур Хуснудинов, Роберт Давлетбердин. Итоги недели. Команда из Башкортостана приняла участие в российской креативной неделе, которая прошла в Москве. Главное событие в сфере креативной экономики страны проходит 6-й раз. На нем встречаются архитекторы, урбанисты, дизайнеры, IT-лидеры, медиа-менеджеры с представителями органов власти, промышленности и других отраслей. Башкортостан пригласили поучаствовать в выставочной программе одним из 9 регионов. Стенд организовала дирекция креативных индустрий при поддержке башкирских мастеров. Были представлены 16 ларцов с символами в виде стилизованной тамги. Каждое отдельное направление, связанное с достижениями прошлого и настоящего. Главной точкой притяжения стал ковер ручной работы, созданный ремесленниками Башкортостана. Своеобразный символ того, что традиции и современность могут органично соединяться. Федеральные эксперты отрасли высоко оценили опыт региона по развитию креативной индустрии. Именно Башкортостан является тем самым примером, когда органы исполнительной власти часто слышат сообщество, с ним вместе формулируют стратегические решения и вообще стратегию развития региона. И к коммуникации быстро подключился глава региона. И мне кажется, это все вместе стало работать очень хорошо. То есть мы сегодня говорим, что качественный губернатор, качественный глава республики – это тот, кто умеет продюсировать, кто не просто выполняет свои какие-то обязательства по управлению территорией, а тот, кто может
смотреть на 360, видеть тренды, привлекать новых партнеров в регион. Я точно уверена, что Ради Фаритович – это тот человек, который показывает пример многим другим регионам. В этом году в регионе по поручению Радия Хабирова создали Совет по креативным индустриям. Глава республики сам регулярно проводит креативные часы с представителями отрасли, в том числе внедряя новые меры поддержки. Опыт республики был представлен на кейс-сессии «Креативные индустрии» как драйвер развития территорий. Мы знаем, что Башкортостан – это земля талантов, поэтому каждый населенный пункт, где есть талант, может стать частью той самой экономики, креативной экономики. Как говорят, там, да, художник должен быть голодным, креативные индустрии позволяют говорить, художник может быть богатым. И задача, чтобы творцы на местах, в населенных пунктах становились предпринимателями, становились активными акторами экономики, тем самым, безусловно, влияя на развитие территорий. Уже на следующей неделе в Уфе начнут демонтаж памятника Салавату Юлаеву. Федеральные эксперты оценили его состояние и готовы приступать к работам. С постамента, на котором стоит конная скульптура весом 40 тонн, уже снята облицовка. Привлечены одни из самых опытных реставраторов России. Памятник был построен в 1967 году и за более чем полувека пришел в аварийное состояние. Работу также усложняет рельеф, на котором расположен постамент. Азат Садриев продолжит тему. Пожалуй, у каждого жителя республики есть фотографии, сделанные на фоне памятника Салавату Юлаеву. Конная скульптура стала достоянием Башкортостана и точкой притяжения для туристов. Однако почти за 60 лет с момента открытия монумент пришел в аварийное состояние. При визуальном осмотре нашим с коллегами снаружи и изнутри было выявлено достаточно сильное коррозийное поражение памятника, расхождение швов, свищи сквозные. И, в принципе, очень хорошо, что реставрационные процессы сейчас начались, потому что еще немножко и памятник потеряли бы. Монументальная скульптура – памятник федерального значения, поэтому к работам привлекли лучших специалистов с богатым опытом. Весь процесс проходит под контролем Российской академии художеств. Скульптура отлита в чугуне, вы знаете. А конструкция силовая сделана из стали, из черного металла. Естественно, с 1967 года сталь коррозирует. И не только сталь, чугун тоже. Там крепежные элементы, многие вышли из строя. Сами балки нуждаются в реставрации и в ремонте. Уникальным является то, что памятник Салавату Юлаеву стоит на другом памятнике федерального значения «Городище-4». Поэтому, кроме художников и реставраторов, здесь параллельно работают историки и археологи. Мы наблюдаем за сохранившимися остатками культурного слоя, которые могли быть на территории этого городища. Как вы видите, сейчас студенты у нас работают. Есть материал раннежелезного века, эпохи Средневековья. То есть идет такая вот совместная работа реставраторов, архитекторов и археологов. И что это отличная возможность для историка, потому что ты узнаешь очень много нового. Мы нашли много керамики разной, орнаментированной и неорнаментированной. Также кости маленького рогатого скота и в целом маленьких животных, соответственно, это очень интересно. Памятник будет разбираться частями, причем в порядке, обратном историческому монтажу. Дальше реставрационные работы переместятся в специализированные цеха в Уфе. Так что туристам и жителям столицы придется подождать, когда обновленная монументальная скульптура вновь вернется на свое место. Уфа у нас ассоциируется с этим главным памятником Салавату Юлаеву. Это как бы символ такой Башкирии, символ такой мужества, мощности такой, так сказать. На этом месте можно посмотреть округу, и как бы она так-то... Агидель посмотреть. И она как бы такой наводит себе уверенности, что ли, силы такая. Одно из мест, где можно приобрести силы. Детям на уроках рассказывают о подвигах Салавата Юлаева. Этот памятник большое значение несет для всех жителей, мне кажется, для детей, для взрослых. Мне
Очень хочется, чтобы быстрее его отреставрировали, чтобы он предстал перед нами поскорее в своем новом красивом виде, чтобы можно было сюда приходить гулять, когда малышка подрастет, чтобы она тоже видела, чтобы у нее тоже были детские фотографии. И они обязательно будут. После реставрации скульптура национального героя будет радовать жителей и гостей столицы еще не одно поколение. Разбирать памятник начнут уже на следующей неделе. В первозданном виде главный символ республики вернется на свое место в октябре 2027 года. И, по словам реставраторов, после завершения всех работ самый крупный конный памятник Европы простоит здесь еще минимум полвека. Азат Садреев, Ильнур Юмагулов. Итоги недели. Уфа. Бесплатная юридическая помощь пострадавшим от кибермошенников и создание условий для участников СВО. Это не только обсуждали в ходе старта осенней сессии башкирского парламента. Участие в заседании принял глава республики. Кроме того, среди приглашенных были участники СВО, а также дети военнослужащих. Ради Хабиров поблагодарил парламент за работу и отметил ее главный приоритет и в последующем достижение задач специальной военной операции. В стремлении поддержать наших воинов и их семей едины все. Трудовые коллективы предприятий, представители общественных организаций, предприниматели и просто люди. На реализацию 54 мер поддержки участников СВО и членов их семей из республиканского бюджета в прошлом году направлено 13 миллиардов рублей, а в этом году 25 миллиардов рублей. В башкирские подразделения новые регионы направили 161 гуманитарный конвой. Вы, уважаемые депутаты, в числе самых активных участников этой работы. Один из основных законов, которые рассмотрели депутаты, бюджет республики на этот год. Его изменения главным образом направлены на баланс расходной и доходной части казны. Также будут снижены квалификационные требования к желающим устроиться на муниципальную службу. Это касается образования, стажа и уровня подготовки. Поправка призвана создать условия для участников СВО, которые захотят служить малой родине. На бесплатную юридическую помощь по новому закону теперь могут рассчитывать пострадавшие от кибермошенничества. От преступлений с использованием информационных технологий в стране пострадал каждый 10-й человек. Редакцию издания «Пруфы» оштрафовали на 2 миллиона рублей за фейковую информацию. Советский районный суд Уфы рассмотрел административный материал в отношении автономной некоммерческой организации поддержки независимых средств массовой информации «Свободные медиа». Установлено, что в январе 2025 года в телеграм-канале «Пруфы. Новости Уфы и Башкирии» была опубликована статья, содержащая информацию о прилете беспилотника на территории одного из заводов Уфы, звука взрыва и возникших в связи с этим сбоях в работе интернета. В ходе проверки Госкомитетом по чрезвычайным ситуациям данная информация не подтвердилась, то есть является ложной и основанной не на официальных данных, а исключительно на собственных источниках автора. Согласно заключению специалиста, психолога, информация такого характера оказывает негативное психологическое воздействие на интернет-пользователей и имеет своей целью влияние на общественное мнение относительно безопасности жителей города. Юридическое лицо признано виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов рублей в доход государства. Башкортостан находится под атакой как дронов, так и информационных вбросов врагов России. Распространяет заведомо ложную информацию, неприемлемо, преследуется по закону статьей 13.15 КоАП и влечет серьезные штрафные санкции, а также прямо запрещено указом главы республики. Более того, распространение сведений о применении БПЛА способно создать панику и реально опасную обстановку, что, на мой взгляд, является оказанием прямого содействия подразделениям психологических операций Вооруженных сил Украины, однозначно ведущих террористическую деятельность в отношении граждан России и нашего государства в целом. Сегодня задача, которую перед собой поставил Шейка Зеленского, это попытаться изобразить свою силу, это нанести максимальный ущерб, прежде всего, жителям Российской Федерации. На поле боя несостоятельны, поэтому попытка достать нас через атаки на нефтезаводы, через атаки на поезда. И здесь очень важно понимать, что
Любая информация, которая позволяет им корректировать свои удары, любая информация, которая позволяет им понимать, какой ущерб они нанесли, это то, что идет во вред всем нам. Напомню, что издание «Пруфа» уже не раз попадало в поле зрения правоохранительных органов. Год назад тот же советский суд оштрафовал издание за злоупотребление свободы массовой информации. К штрафу на 60 тысяч рублей привлекали и главреда издания. В центре скандала оказывалась и издатель некоммерческой организации «Свободные медиа», куда входит «Пруфа» Рауфа Рахимова. В частности, в апреле ей назначили наказание в виде 80 часов обязательных работ. Помимо компьютерных и респираторных вирусов, в наше время расплодились так называемые психовирусы или информационные вирусы. Это такие сообщения, там, фейковые, или где правда с полуправдой и ложью смешана. У них задача посеять тревогу, панику, вызвать какие-то сомнения, смятения в нашем обществе. Такие новости помогают нашим противникам. Когда кто-то распространяет ложь о взрывах или сбоях, это сеет страх и неразбериху. Этим пользуются те, кто хочет навредить стране. Фейки создают панику, и люди верят непроверенным слухам, начинают нервничать. Этого допускать нельзя. За ложь должна быть ответственность. Нельзя позволять безнаказанно обманывать людей. В Уфимском дворце борьбы прошел вечер профессионального бокса. В рамках турнира ABA Pro 9 на ринге прошло 6 боев, в 4 из которых победы одержали башкирские спортсмены. Артур Субханкулов, Азалия Аминева, Данис Габдрафиков и Бекхан Исраилов еще раз подтвердили свой высокий уровень. Артем Кочешев в своем сюжете расскажет подробнее. Спортивное шоу высочайшего уровня. Прошедший в Уфе вечер бокса подарил болельщикам, которые заполнили дворец борьбы, незабываемые эмоции. На уфимский ринг вышли боксеры из 6 стран мира. Поддержал спортсменов из Башкортостана глава республики Ради Хабиров. В главном событии вечера уфимец Артур Субханкулов встретился с Тиграном Узляном. 10-раундовый бой стал испытанием на прочность. Уже после первого раунда под глазом Субханкулова образовалась гематома. Несмотря на тяжелейшие условия, башкирский боец продемонстрировал чемпионский характер. По итогам боя судьи единогласно отдали победу Субханкулову, который не только завоевал престижный пояс WBA Continental, но и довел свой победный счет на профессиональном ринге до десятка. Буквально с первого раунда у меня появилась гематома под правым глазом, и она постепенно от раунда к раунду увеличивалась. И вот после боя вы сами видите, скажем так, все последствия налицо. Эта гематома не говорит о том, в каком формате был бой. Пропускал, конечно, я передний много, это знаю, но в целом считаю, что бой выиграл бесспорно. Данис Габдрафиков из Белебея не оставил шансов сопернику из Казахстана Тимиржану Баймолде, одержав досрочную победу техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом он завоевал титул WBA Asia Central. Для Габдрафикова это 5-я победа в карьере и первый чемпионский пояс. Незадолго до боя башкирский боксер стал отцом. Помогло и в то же время моментами останавливало, знаете. Эти чувства непередаваемые, я не могу так сказать. Но знаю то, что у меня появилось больше ответственности. Раньше я отвечал за свою супругу, а теперь я еще отвечаю за свою дочь. И поэтому надо стараться вдвое больше. Еще один башкирский боксер Бекхан Исраилов из Белорецка встретился с очень серьезным соперником. Иман Рамизанпур из Ирана не сдавался на протяжении всех 6 раундов. Но победа все же осталась за Бекханом. Я знал, что концовки забираю каждого раунда. И что раунд я должен был забирать каждый раунд. 3-й, 4-й раунд были самыми такими тяжелыми. 5-й, 6-й уже пошла возня, ввязались. Там старался больше вблизи работать. Что соперник давал делать, то и у меня получилось. Среди мужских поединков ярко выделился бой двукратной чемпионки России Азалии Аминевой. Столкнувшись с неожиданной заменой соперницы, Азалия в жестком 6-раундовом бою одолела турчанку Неслихан Малаглу. У нас изначально должна была быть другая соперница, тоже из Турции, но в последний момент поменяли, и мы не успели изучить эту соперницу. То есть я не нашла ее боев. Только буквально на медиавзвешивании я увидела ее первый раз. Удивилась, что она низкого роста, потому что мне неудобно боксировать с низкими. Наверное, из-за этого еще сказала, что мы не смогли закончить заранее.
Уже скоро Аминева вновь выйдет на ринг во Дворце борьбы, где с 27 ноября по 6 декабря пройдет чемпионат России среди женщин. Артем Кочешев, Ильнур Юмагулов. Итоги недели. Уфа. Ну а сейчас авторская рубрика моего коллеги Руслана Шарафудинова, которая расскажет о ключевых событиях недели через призму своего личного мировосприятия. Ну а сразу после программы «Республика Лайв», где коллеги поделятся подробностями очередной поездки Ради Хабирова. У меня на этом все. Спасибо за внимание. До свидания. Здравствуйте, в студии Руслан Шарафудинов. В эфире наша традиционная рубрика «Между нами». Семейная хроника, детские годы Багрова внука и, конечно, цветочек аленькой. Сергей Тимофеевич Аксаков оставил мощный и яркий след не только в русской литературе, но и истории Башкирского края и Уфимской губернии. И мы эту память благодарно и бережно храним, чему ярким подтверждением Аксаковские дни. Ежегодный международный масштабный праздник проходит в разных городах и районах Башкирии, от Уфы до Белебея. И главный его смысл – сохранять любовь к великому и могучему, настоящим мастером которого был сам Аксаков. Уфимский парк его имени, где, между прочим, 200 лет назад был написан «Аленький цветочек», занимает особое место в моем сердце и памяти. Я родился рядом и вырос в старых деревянных дворах внизу улицы Пушкина. Видел разные страницы жизни сада и расцвета конца 70-х, и забвения в 90-е. И сегодня, после своей масштабной реконструкции, сад Аксакова в Уфе просто именины сердца. Глаз радуется. Всегда стараюсь пройти пару кругов, как только появляется такая возможность. Сделали современно и стильно, без ущерба для старой доброй атмосферы. И главное, ни одного большого старинного дерева не спилили, в отличие от центра Уфы. Культовая арка и пруд с лебедями на месте, и лучше прежнего, честно говоря. В последние годы у нас в республике настоящая революция благоустройства общественных территорий. Бум строительства новых и реконструкции уже существующих музейно-культурных пространств. Пантеон генералу Шеймуратову, музейный комплекс Шульганташ, мавзолей Турахана и проект Евразийского музея кочевых цивилизаций, Салават Юре в Салаватском районе, музейный квартал в Уфе, сохраняющий для потомков память о двух капитанах Альбанова и гении Шаляпина. Можно долго перечислять. Нам реально есть чем гордиться и что предъявить в сфере культуры самой взыскательной публике. И в партере, и на галерке, и в премиальной ложе. Брендовыми стали такие проекты, как фестивали «Сердце Евразии», классической музыки «Романтика осени», патриотической песни «Время героев», башкирской лошади «Башкорт-Аты», гостеприимство «Купец 2.0», игрушек «Айда играть», гастрофестиваль «Есть», недавно прошедшие с большим успехом Дни армейской культуры. Масштабные фестивали, конкурсы и форумы открыли миру новое творческое лицо региона 102. А выездные премьеры Башкирского оперного на сцене главного театра страны, Большого. Вообще, 2025 год стал триумфальным для нашего Башкирского театра оперы и балета, который получил сразу 6 золотых масок. Высшая театральная премия страны. Не было такого у нас никогда. Высокое искусство, опера «Ночь лунного затмения», Садко, балет, Рахманинов. И это все наше. Из терра инкогнито в терру добро пожаловать. Региональная программа «Земский работник культуры», между прочим, передовой проект Башкортостана в своем роде, который масштабирует теперь по всей стране. В последнее время вокруг сферы культуры в Башкирии много малокультурной возни. Между нами, ради объективности, один уголовный скандал не может и не должен заслонять все то реально хорошее, важное и масштабное, что сделано в последние годы в Башкирии для развития культуры и искусства. Представьте себе историю. Такая рабочая крестьянская Золушка с очень славным прошлым и традициями, но немного подзабытая в тени своих более бойких соседок-сестриц. Приехала для участия в столичном шоу «Голос». И тут выясняется, что все при ней – и красота, и талант, и харизма. Несколько очень успешных выступлений, и вот она уже в центре общего внимания. Выходит на новый уровень и становится признанной звездой.
Ее все приглашают к себе и рады сами приехать в гости. Это не сказка, а притча про культурную и светскую жизнь Башкирии. Светскую, в смысле, что мы теперь открыты всему свету. Кстати, космический взлет на мировую орбиту наших ребят из группы Айола с суперхитом «Хомай» – яркое тому свидетельство. Теперь об Уфе и народном башкирском эпосе «Урал-Батыр» знают десятки миллионов людей во всем мире. Кстати, ребята из Айола взяли с собой в гастрольный тур по России подарочные экземпляры книги «Урал-Батыр» нашего родного издательства «Китап». Сколько городов, столько экземпляров для победителей специального конкурса розыгрыша от Владивостока до Калининграда. Но это ли не круто? До свидания. С вами был Руслан Шарафутдинов с авторской рубрикой «Между нами». С началом вас отопительного сезона, друзья. Вот теперь уже точно и бабье лето прошло, словно и не бывало. И батареи снова просят рубля. Берегите себя и своих близких, все будет хорошо.